в лекарство от болезней души и тела. Если мы хотим, чтобы и дети наши выросли благонравными, и муж был хорошим, желательно все делать самовением, особенно готовить еду. И еще у нас есть тарикат, который приводит к истине, поминанию Всевышнего, прославлению пророка, алейхиссалату вассалям. На выполнение тарикатских заданий уходит не так уж много времени, всего лишь минут 15. Если мы в тарикате, мы просто не можем находиться без омовения. От того, что женщина всегда находится в омовении, в доме прибавляется баракат, у детей улучшается нрав, и для мужа это хорошо. Если у женщины нет религиозных или других знаний, муж обязан научить ее, не упрекая в невежестве, и делать это красиво, нежно. Если она не умеет готовить, он может даже этому ее научить. Если она не справляется с поддержанием чистоты, уборкой дома, сделать ей красивое наставление и в этом. Например, рассказать, что грязной посудой пользуются шайтаны, и как это некрасиво. Если муж знающий, жене лучше во всем следовать за ним. Если он наставляет ее нежно, ласково, красиво, не ругая и не упрекая, в таких наставлениях бывает баракат. Обладая поверхностными представлениями о шариате, многие женщины, обвиняя в грехах своих мужей и присваивая себе роль судей, порой сами впадают в грех. Некоторые женщины, у которых мужья пьют спиртное, говорят, что такому мужу нельзя подавать еду. Так ли это? Еще как можно. Если муж пьет, не совершает намаз и не постится в месяц Рамазан, он сам за это будет отвечать. Жену не похоронят в могиле мужа, и его не похоронят в могиле супруги. Женщина должна готовить мужу еду и делать все, что входит в ее обязанности. Если супруга будет готовить еду, будучи в омовении, соблюдая адаб, красиво, по-доброму с ним разговаривать, потихоньку и муж исправит.